учащиеся отделения народного танца хореографического училища города Казани. Наш подарок проекту «Нуреевские сезоны». Спасибо, девочки. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы сегодня присутствуем на беспрецедентном событии. Впервые в Казани Нуреевские сезоны. Давайте поаплодируем громко! Проект проходит сразу в 3 городах. Начался он 10 марта. У нас он проходит, можно сказать, уже финальную такую стадию. Нам повезло. Как говорится, мы снимем самые сладкие, вкусные сливочки со всего этого. С 10 по 27 марта все это проходит в таких городах России, как Москва, Уфа и Казань. И сегодня проект приехал в наш город, и вплоть до воскресенья в кинотеатре «Мир», здесь у нас, в нашем уютном прекрасном зале, вы сможете увидеть документальные художественные фильмы о великом артисте балета, нашем земляке, задать свои вопросы организаторам проекта на творческих встречах. И также сегодня в фойе нашего кинотеатра открылась выставка малоизвестных фотографий, связанных с творческой биографией Рудольфа Нуреева. Друзья, хочется отметить, что проект «Нуреевский сезон» реализуется Татарской национальной культурной автономией города Москвы, Фондом Содружества Башкортостан-Италия, Московской кинокомпанией «Свой почерк», Министерством культуры Республики Татарстан и учреждением культуры «Татар-кино». Приглашаю сюда с приветственным словом заместителя министра культуры Республики Татарстан Дамира Натфуллина. Дамир Данилович, вам слово. Хайрлы киш, хурматлы кунаклар, добрый вечер, дорогие гости. Good evening, dear guests, dear Liz. Действительно, сегодня историческое событие в нашем городе, в нашей республике. Наконец-то, можно сказать, замечательный международный проект «Нуреевские сезоны» дошел до Казани, потому что реализуется он уже с 2018 года. Имя Нуреева, как, я думаю, все присутствующие здесь знают, неразрывно связаны с Казанью. Его мама родом из Казани. В Казани проходит брендовый, известный мировой фестиваль имени Рудольфа Нуреева. И, наконец, при поддержке фонда президентских грантов, но я все-таки думаю, в первую очередь, желанию, настойчивости и энергии организаторов, здесь нельзя не сказать, Альфия Мансуровна, вам отдельная благодарность, отдельное спасибо. Потому что действительно средства — это очень важно, но ваше желание, то, как вы подходите и к решению вопросов, и достигаете поставленных целей, поставленных задач, вам огромное спасибо. И, конечно же, наши уважаемые гости, я надеюсь, эти дни будут незабываемыми. Приятно видеть полный зал. У нас сейчас разрешена 100% загрузка, это не может не радовать. Я думаю, все получат огромное удовольствие. Всем большое спасибо. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо, Дамир Данилович. Дорогие друзья, наша кинопрограмма в рамках проекта «Нуреевские сезоны» достаточно обширна. А сегодня она начнется с показа долгожданной ретро-премьеры итальянского художественного фильма «Венеция. Карнавал. Любовь», в котором Рудольф Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино. Но пока разрешите представить с огромнейшим удовольствием, с трепетом душевным наших уважаемых гостей, организаторов «Нуреевских сезонов», специально приехавшим по такому великолепному случаю в Казань. Встречайте, друзья, под ваши аплодисменты на сцену поднимается руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Мансуровна Чеботарева. Художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Михайлович Гордеев. И наша прекрасная, уважаемая, прелестная, очаровательная гостья, греко-итальянский скульптор, дизайнер ювелирных украшений Лиза Сатилис. Да, друзья, только так можно аплодировать бурно, конечно же, с трепетом, потому что такие гости, они очень дорогие для нас. Мы их, конечно, очень рады видеть здесь. Ну и Милюша Альбибна Айтуганова, наш директор. Вот. Вы не думаете, это не статист, это наш уважаемый директор. Но все вы ее знаете, конечно.
Дорогие друзья, ну, я думаю, что Альфия Мансуровна будет рулить сама сейчас, да, дальше пока что вот этим замечательным разговором со зрителями. Расскажите. Дамир Данилович, большое спасибо, что вы озвучили некоторые моменты, которые не придется рассказывать мне, потому что третий город, уже язык заплетается немного. Значит, на самом деле мы проводим не в первый раз этот проект. В первый раз мы привезли его в Казань. Мы об этом мечтали в 2020 году еще, вели переговоры и получили поддержку от Министерства культуры Республики Татарстан и от Министерства культуры Республики Башкортостан, но помешала только пандемия. Потому что 17 марта мы хотели тоже дать старт, уже региональная часть нашего проекта, но пришлось возвращать буквально из визового центра наших гостей, которые должны были прилететь тогда. Тогда собирались прилететь и Карла Фраччи, ныне, к сожалению, покойная, и должен был прилететь сам автор фотоэкспозиции Аричи Грациано. Он живет во Франции, но он родом из Венеции, венецианец, итальянец. Но вот, к сожалению, да, препятствий было много, но мы все преодолеваем, так же, как наш герой Рудольф Нуриев. Он преодолел все и взошел на Олимп балета. Наш проект в этом году действительно был поддержан наконец-то финансово, потому что до этого мы проводили его просто вот из собственных средств, поэтому дальше Москвы двинуться не могли. И в этом году Казани повезло тем, что мы завершаем здесь наше турне, так сказать, нуриевских сезонов, завершаем в этом уютном, небольшом, но таком душевном, гостеприимном кинозале, кинотеатре, который любезно предоставил нам такую возможность показать вам бесплатно нашу киноколлекцию. Киноколлекция на самом деле замечательная. Посмотрите все фильмы бесплатно. Это и художественные, и документальные, как уже говорилось, фильмы. И завтра я здесь представлю наш фильм, который положил начало вообще нашему документальному исследованию о Рудольфе Нуриеве. Это фильм «Рудольф Нуриев. Мятежный демон». Он здесь будет показан завтра в 16:00, и я его представлю. Благодаря финансовой поддержке мы осуществили не только вот эту киноколлекцию, подбор киноколлекции, мы сделали реставрацию фильма «Венеция. Карнавал. Любовь», потому что это старый фильм 1982 года. Он в 1982 году был показан в Италии, немного в Европе, в Америке, но он не показывался никогда в России. Более того, это фильмографическая редкость. Он не вошел ни в фильмографию Рудольфа Нуриева, вы его не найдете нигде в интернете, и даже упоминания его в отношении Нуриева вы не найдете. А ведь это фильм, где он снялся в последний раз, в последней своей роли. Поэтому это фильмографическая очень большая редкость. Более того, он снялся с Карлой Фраччи, которая вот мечтала представить вам эту картину в 2020 году. И в рамках этого проекта мы смогли не только сделать вот то, что я сказала, и фотоэкспозицию, мы сняли 2 новых документальных фильма о Рудольфе Нуриеве. В Италии, где были отсняты все итальянские его друзья, партнерши, которые должны были вот прилететь сейчас с нами. Это Лилиана Кази, Анна-Мария Прина, менеджер Нуриева, который отработал с ним 26 лет, это Луиджи Пиньотти. Ему тоже были куплены билеты, им всем были куплены билеты из Италии Аэрофлотом в Москву. Далее они должны были проследовать в Уфу и в Казань. И Лиза Сатилис, конечно, должна была быть вот в этой когорте замечательных его друзей. Но случилось, что случилось. Вы знаете, что случилось. Санкции и вот эти события помешали им прилететь. Но Лиза Сатилис, вот самая возрастная из них, она чуть старше даже Рудольфа Нуриева, ей 89 лет. И она самая оказалась смелая. Ей не помешали никакие санкции.
Но, значит, по поводу фильмов. Все они есть в нашем фильме, они отсняты. Рудольф, фильм, снятый в Италии во время пандемии. Очень трудно было снимать этот фильм, потому что приходилось прибегать к помощи итальянских кинооператоров. И даже не имея еще средств гранта, мы уже начали съемки этого фильма, зная, что да, мы должны получить в этом году, и мы завершим этот фильм. Мы его начали во время пандемии еще в феврале, когда была жива Карла Фраччи. Поэтому она вошла в этот фильм, она делится своими воспоминаниями. Более того, делится своими воспоминаниями и сам режиссер фильма «Венеция. Карнавал. Любовь» Марио Ланфранки и Эцио Фриджерио, которые тоже мы их всех потеряли вот в конце прошлого года, в начале этого. У нас было очень много потерь. Это большое сожаление. И я бы хотела даже вот этот сегодняшний фильм «Венеция. Карнавал. Любовь» посвятить памяти Марио Ланфранки, который, спасибо, что он дождался вот нашего нас, Нуриевский сезон, он передал нам права на показ этого фильма «Венеция. Карнавал. Любовь», который вы сегодня увидите, и исключительно для показа в рамках Нуриевских сезонов. Но они шлют вам все свои приветствия, даже те, кого сегодня нет с нами. Поэтому внимание на экран. È stato un privilegio anche per me avere vissuto una parte non indifferente della mia vita a contatto con questo straordinario personaggio con cui ho vissuto momenti affettuosi e momenti di odio, insomma, e quindi con sentimenti diversi, così opposti, come era anche nella personalità dello stesso Nureyev. E sono molto felice di aver ritrovato questo film che sembrava perduto per sempre, di poterlo mostrare agli amici russi, diciamo, con cui ho un rapporto amichevole. Sono molto lieto di poter comunicare questo mio feeling per questo amore per la cultura russa, di cui Nureyev è stato anche un grande rappresentante. Ecco. Quindi non mi resta che salutare tutti voi che state vedendo questa storia, piccola storia filmata. Ringrazio l'operatore Pietro Volpi e soprattutto vi mando un bacio a tutti, che è anche il titolo di un mio film, Il bacio, e quindi da svidania. Ti voglio bene, Rudy, ti ricordo e ti ringrazio veramente di cuore, con i pro e i contro, le cose così, ma sei stata una persona più che importante per la danza, per il mondo, per tutti. Il tuo ricordo è molto vivo. È molto vivo e ancora, per esempio, dico questo perché proprio recentemente un ragazzo mi ha detto: ma Rudy è stato unico per noi, qui alla Scala c'è Rudy. E infatti ci sarà un festival qui alla Scala dedicato a lui, è una serata, un galà, penso un galà. È un
faranno una serata per lui, dedicata a lui. E questo è molto bello, è molto commovente che la gente lo possa ricordare e ringraziare col cuore proprio. Io ti abbraccio da lassù, ti voglio bene e grazie Rudy. Sono molto contenta di questa occasione, di questo festival dedicato a Nureyev, per poter dare anch'io la mia testimonianza, il mio contributo, perché ho ballato tanto con lui, sia alla Scala che in Europa, da altre parti, e per me mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera. E allora io ho un ricordo molto bello di lui e molto alto. Spero che lo sia anche per tutti gli altri. Grazie Nureyev, grazie Rudy. Cari partecipanti alle stagioni di Nureyev, voglio farvi un saluto, dirvi quanto io sia grato alla figura di Nureyev, proprio quanto per me sia stata importante nel mio percorso, nella mia carriera, e quanto spero possa essere di ispirazione a tutte le giovani generazioni, perché è una figura di tale forza, importanza e rilevanza nel mondo della danza che credo che possa veramente ispirare e unire ancora di più le energie creative di questo mondo. Lui è cittadino del mondo, anche perché la danza, come dicevo, non ha verbo, quindi la danza è mondiale, non ha bisogno di traduzioni, lo sanno tutti sanno quanto io fossi fan, oltre ad essere collega e amico di Rudolf Nureyev, non ho mai creato nulla di suo, però credo sia obbligatorio, secondo me, istituire qualcosa. Potrebbe essere un premio mondiale, un premio onore, potrebbe essere. Quindi lui era mondiale, non era di nessuno, aveva una nazionalità, però poi la sua arte era mondiale. Per me, per esempio, dico una cosa magari grossa, c'è questa piazza qui davanti al Teatro dell'Opera di Roma che potrebbe tranquillamente, c'è già una taglia che personalmente a metà degli anni 90 ho deciso insieme a Giampaolo Crisci, che era sovrintendente di questo teatro, abbiamo fatto una carica per Nureyev e con grande onore, con grande piacere. Ma intitolare questa piazza, la piazza del Rudolf Nureyev, la piazza del Teatro dell'Opera di Roma, piazza Rudolf Nureyev, sarebbe una cosa straordinaria. Questo è il mio pensiero e spero che qualcuno lo ascolti. Grazie. Дорогие друзья, я вам желаю всего. Это Нуреевский сезон будет большой успех. Мне очень хотелось быть с вами, но как-то невозможно сейчас. И я очень рада, что вы делаете это фестиваль. И желаю вам успехов. Ни пуха, ни пера. Такое ощущение, да, вот нас впервые посадили, мы проводим уже в третьем городе, но впервые нас посадили спиной к экрану, да, на сцену, и такое ощущение, что они с нами, вот здесь, на этой сцене, эти люди. Я надеюсь, когда-нибудь мы их все-таки привезем и в этот город, в том числе и Роберто Боли, я думаю, будет выступать в вашем театре, мы работаем над этим. Это знаменитость сегодня уникальная, вы многое о них узнаете еще из будущего нашего фильма.
фильма «Венеция», Рудольф Нуриев «Нездешний остров», который вместе со вторым фильмом премьерным «Рудольф Нуриев. Последний танец» выйдут на экраны только в 2023 году, в юбилейном году Рудольфа Нуриева, когда мы будем отмечать 85-летие. А пока вы вот перед фильмом «Венеция. Карнавал. Любовь» увидите трейлеры этих фильмов. Но самая, как я сказала, смелая женщина, самая любимая подруга Рудольфа Нуриева сегодня с нами. Это Лиза Сатилис. Встречайте, художник, скульптор, дизайнер ювелирных украшений. Она сегодня в своих украшениях. Она поделится своими воспоминаниями о Рудольфе Нуриеве. Buonasera a tutti, ancora mi trovo veramente con un pubblico già conosciuto e soprattutto molto amato. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Очень приятно здесь находиться. И кого-то я уже знаю, с кем-то я уже знакома, с тем, кем не знакома, познакомимся. Спасибо вам большое, что пришли к нам. È vero che sono coraggiosa, questo è vero, però devo dire che sono stata anche molto premiata. Это действительно, что я очень смелая, что я приехала сюда, но это того стоило. Sono premiata con tutto l'amore che incontro da tutte le persone in tutte le parti della Russia dove io mi metto piedino. И в любой части России, куда я приезжаю, я нахожу очень много любви, и я благодарна вам за то, что вы дарите эту любовь. Incominciando dagli organizzatori, da mio Alfiachi, come io dico. Начиная с нашего организатора, с нашей Альфии. Alfiachi, Rudaki, Lisaki, tutto in Aki, il mio Я diminutivo. называю всех с Аки, Альфияки, Рудольфияки, мне так нравится. Però devo dire che in fondo sono appagata, sono felice, sono veramente soddisfatta di tutto quello che non potevo immaginare, che veramente mi cade dal cielo, come una manna del cielo. Но для меня это как манна небесная. Я действительно очень воодушевлена и очень удовлетворена. И то, что для меня это благословение находиться здесь. Tutto l'amore che trovo da tutti, ma veramente non è mai successo, perché dovunque io abbia fatto mostre ai musei, certo che conosco la crema delle persone, conosco tutti, mi fanno tante feste, ma una questione continua, dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, di avere attenzioni, amore, affetto, tutte le cose più belle di questo mondo, non è mai successo, l'ho scontrato e l'ho scoperto in Russia. Но я была на самом деле в очень многих странах, и везде у меня были выставки. Но вот так как меня встретили в России, меня нигде так не встречали. Вот эта любовь, которую вы мне дарите 24 часа на 7, я благодарю вас за это. Это действительно нечто уникальное. Si sa che l'arte e la cultura sono sempre al di sopra di tutto, perché tutto va e viene, invece l'arte e cultura hanno la caratteristica dell'immortalità, di sempre, che trascende gli uomini vanno e vengono, l'arte e la cultura lascia le sue radici dappertutto. Но искусство и культура — это нечто выше всего, оно своими корнями проникает во все сферы человечества, и люди приходят и уходят, а искусство, оно бессмертно. Rudi Rudaki rappresentava il fascino e il mistero del più sconosciuto per me, che sono nata nella classicità, perché sono greca, sono nata ad Atene. Ну, Рудольф Нуриев, он на самом деле, вот у него была вот эта тайна, которую он мне, так скажем, поведал в его характере. И особенно для меня, я человек из Афин, я родилась в Афинах. Comunque siamo due persone che abbiamo avuto un carattere abbastanza particolare, abbastanza ribelle, però molto costruttivo e veramente con un lavoro, direi, sovraumano. И вот эта тайна, которую он мне поведал, это его любовь к труду. Он был нечеловеческий труд прикладывал в своей работе, и мы оба очень энергичные, оба очень яркие личности, и вот это нас связывало.
Lui rappresentava la magia, il mistero, la bellezza dell'Oriente, tutto un fascino molto attraente, molto particolare. Io rappresentavo l'Occidente e devo dire che questa simbiosi, questa sinergia di due temperamenti molto simili ma anche molto diversi, da origini, da tutto, ha fatto nascere un'amicizia molto particolare. Наша дружба завязалась на фоне двух разных национальностей, так скажем. Я женщина Запада, он мужчина Востока. И вот этот симбиоз, который мы представляли вместе, он был очень гармоничен. И вот так и родилась наша прекрасная дружба. Oramai tutti sapete che mia mamma la chiamava Mamma Hani, Mamma Miot. Мама называла мама мед, мама Хани. Comunque, voglio dire una cosa. In fondo, ho appena scoperto fuori dal teatro vostro un cartellone e devo puntualizzare, questa cosa non avevo mai pensato, ma però ho trovato una meraviglia di fede e di vostra osservanza a dei valori che non hanno prezzo umano, perché raggiungono veramente la questione dell'eterno, del sovraumano, dell'amore cristiano che ho trovato qui, perché avete praticamente i valori mantenuti nel modo altissimo: religione, famiglia, patria. То, что действительно меня поразило, когда я была здесь, это то, что у вас очень сильна любовь к религии, очень сильна любовь к традиционным ценностям. И это то, что действительно нам не хватает в наши дни, и это действительно очень важно. Я благодарю еще раз вас за это. E devo dire che in fondo il fatto che io adesso mi trovo qua, in questo periodo che tutto il mondo è impazzito perché racconta un sacco di storie, di fantoni che non hanno nulla a che vedere con la realtà. И действительно, мое нахождение здесь сейчас — это акт, так скажем, неповиновения тому, что сейчас происходит в Европе, и то, что действительно не является реальностью. Però voglio dirvi una cosa. Avevo già la mia idea prima, ma adesso ho visto veramente un cartellone favoloso che vorrei prenderlo e mandarlo in Twitter con le cose che non sono molto brava io con internet, ma mandarlo in tutto il mondo, che veramente qui onorate l'arte, la cultura al di sopra di tutto, perché fate vedere Romeo e Giulietta, Turandot, praticamente tutte le cose di Puccini, mentre nella mia Grecia hanno veramente fatto uno smacco che rimarrà la vergogna dell'umanità, che non hanno rispettato l'arte e la posizione dell'arte che è sopra la politica, sopra tutto. Когда мы были в театре оперы и балета, там была вывеска, и там были все оперы Пуччини. Были все оперы Пуччини, и я хотела бы это выложить в Твиттер, чтобы показать всем европейцам, что в моей Греции запретили, к сожалению, русское искусство и культуру и в Европе в целом. Но я бы хотела показать, что здесь у вас это уважается. Questo cartellone va pubblicizzato e spedito dappertutto perché deve riempire di vergogna quelli che hanno osato questa bestemmia, questa veramente orrenda cosa che vergogna è la vergogna nella storia di tutta l'umanità e di tutti i tempi. La proibizione di Tchaikovsky e di Dostoevsky, veramente una cosa da gridare vendetta per questo. За то, что в Европе запретили Чайковского и Достоевского, нужно было бы отомстить на самом деле, но... Però no, mi devo correggere perché siamo cristiani, stiamo ortodossi, dovremo perdonare perché il Gesù ci ha insegnato questo, quindi dovrete perdonare questa stupidaggine, questa ignoranza incredibile che ha fatto una piccola minoritaria parte dei greci e degli italiani, ma non tutti i greci e non tutti gli italiani. Но на самом деле мы христиане, и мы не можем мстить, поэтому мы не будем мстить, и должны простить, понять и, собственно,
Все. Простите понять. Il fatto che io sono greca, che sono qua e mi festeggiate, avete dimostrato una superiorità e veramente una fede dei vostri valori mantenuti intatti e soprattutto di una bella speranza che il mondo, questo piccolo marco nero, lo dimenticherà, perché tutte le cose negative non hanno molta vita, invece le cose positive rimangono in eternità. Quindi vi ringrazio per tutto l'amore che mi dimostrate e io anche faccio altrettanto, ve lo cambio con tutto il cuore. Спасибо вам большое, что вы так тепло встретили меня, европейского человека, и это действительно благодарение вам за то, что у вас есть эти ценности. Большое вам спасибо и передаем слово. Значит, да, поблагодарим. Вот видите, как вас здесь любят. Но это еще не все. У вас будет здесь возможность общаться с этой удивительной женщиной. Каждый день приходите на киносеанс, мы будем здесь появляться, и у вас будет возможность прямого общения. Я хочу сказать, что нас поддерживает здесь не только благодаря Лизе итальянцы со своей кухни. Это ресторан «Базилика», наверное, все знаете, господина Джустина. Вы знаете отель «Джузеппе», тоже итальянцам созданный здесь, Джузеппе Спарта, которым тоже огромное спасибо. Мы чувствуем помощь ассоциации диаспор греческой здесь, потому что она гречанка по происхождению. Они все так откликнули сразу на нашу просьбу помочь. Нам действительно в таких ситуациях очень сложно проводить такие международные культурные проекты. Они все отозвались. Спасибо им огромное. Но наш проект состоит не только из кинопоказов, не только из фотоэкспозиций, не только из этих приятных душевных общений, рассказов, воспоминаний, но и мастер-классы. И именно вот эту миссию должны были взять на себя партнерши Рудольфа Нуриева, который не прилетел. Где-то в Москве мы их подключали онлайн, они проводили эти мастер-классы. Но Вячеслав Михайлович Гордеев, вот мне первое, что пришло в голову, когда случилась такая ситуация, боже, Вячеслав Михайлович, он нас спасет. И мы ему позвонили, пригласили в наш проект. Конечно, он тут же отозвался, потому что он очень много знает о Рудольфе Нуриеве, они общались, и более того, он дает эти мастер-классы вместо них и в Москве, и в Уфе, и в Казани тоже уже состоялась одна встреча в Институте культуры. И завтра будет мастер-класс в оперном театре. Он готов еще помогать тем, кто хочет получить вот это профессиональное мастерство. Я передаю слово народному артисту СССР, художественному руководителю академического театра «Русский балет», заведующему кафедры хореографии ГИТИСа московского Вячеславу Михайловичу Гордееву. Ну вот, судя по выступлению Лизы, вы понимаете теперь, кто такие друзья Нуриева, да? Понимаете? Но это люди необузданного темперамента. Такого же темперамента, как был у Нуриева. Потому что, вы знаете, он собирал вокруг себя вот таких же подобных людей, потому что ему было интересно разговаривать с личностями. Не просто, кто ему говорит хорошо, у него таких много было, что он хорошо танцует, хорошо выглядит или еще что-нибудь. А вот именно с кем можно поговорить, поспорить и даже поругаться. Ну вот Лиза одна из таких, она ему сделала костюмы, ну не костюмы сами, но оформляла эти костюмы вот такими вот золотыми украшениями. Нуриев любил все это, он любил яркость, и в костюме тоже. Ну, вы знаете, вот в эту поездку я как бы убедился еще в одной мысли, которая, в принципе, она присутствовала со мной всегда, потому что я с Рудиком действительно много общался. Я с ним познакомился первый раз, я его увидел, вернее, в 60-м году. В 60-м году в Москве на конференции, еще до того, как он убежал. И он уже как бы определил мою, ну, не то чтобы сценическую жизнь, а направление, в котором я буду работать. То есть учился я в школе, понятно, в училище в хореографическом, но на этом концерте, на этой конференции, в которой он принимал участие, было очень много выдающихся мастеров, которых мы знаем, и Васильев, и Максимов, ну и много там с ними было. Выпуск был очень сильный, и Нуриев в частности. Он танцевал корсар.
И когда он вышел на сцену, при том, что у меня сразу сложилась такая вот любовь творческая к Василию, потому что мне нравилась его и манера, и благородные жесты, и вообще все он как делал, он технически тогда был очень оснащен для своего времени. Но когда я увидел Нуриева, меня поразило что-то. Вот вы понимаете, как бывает, как гром с ясного неба. Вот вроде бы все хорошо, а тут еще что-то такое, не может быть даже непонятное, в чем я разбирался потом очень долго. Но в принципе это были те высокие полупальцы, благодаря которым он удлинял свои ноги, которые были недостаточно длинные, с одной стороны, а с другой стороны он удлинял всю фигуру, он вытягивался наверх. И он такое впечатление было, что вот, когда он прыгал, он как бы вот то, что мы называем баллоном, задерживался в воздухе. А потом, когда он приземлялся, по системе Пушкина, ведь когда делают плие, не надо, как бы вот состояние должно было быть, вот тело идет вниз, все, а сам ты тянешься наверх. И вот это он хорошо усвоил. И поэтому у него была стать, и все, что он делал на высоких полупальцах. И это было для того времени просто прорывной момент, потому что все делали на низких полупальцах, естественно, фигура как бы сидела внизу, ну и, в общем-то, знаете, благородная манера такая. Вот у нас Николай Борисович Фадеичев, он такой природный принц. Вот он рожден красивый, фигура очень хорошая. И он как бы вот сидя на одном бедре, вот так оставив ножку, может быть, даже не по шестой позиции, как бы не выворот, но тем не менее. Он вот являлся таким идеалом принца. И тут вырывается вот этот вот с такими ноздрями дышащими, с хорошими прыжками, на высоких полупальцах. Если он что-нибудь делал, пируэты, на высоких полупальцах. Ну, в общем, для того времени он произвел яркое впечатление просто. Такого никогда не было. И я, естественно, стал следить за его творчеством. А был период, когда мы тогда в Советском Союзе, я народный артист Советского Союза, этим горжусь. Так вот, в Советском... Спасибо. Видите так? Вот Лиза тоже. Она патриот, кстати, нашей страны. Она сегодня со своим сыном ругалась, потому что ему там статью какую-то сказали насчет того, что школу разбомбили. Она его так вообще чехвостила. Ну, я знаю итальянский, поэтому слышал, как она его лечила по этому вопросу. Она ему сказала, что это все фейки. Ну, в общем, патриот. Так вот. И вы знаете, вот когда я встретил Нуриева, ну, я немножко прервался, что-то я перескочил, ну ладно. В общем, когда я с ним встретился уже в жизни, не просто я его увидел со сцены, а я его увидел в Нью-Йорке в 1974 году, когда мы с Большим театром приехали на гастроли. Сначала я видел его на сцене в 1973-м, сразу после конкурса, на который мы поехали. И он меня увидел тогда на концерте. И он сказал моей поклоннице, он говорит, ну, Нина ее звали, Нина, приведи Гордеева, чтобы я с ним познакомился. Ну вот она сказала, хочешь познакомиться с Нуриевым? Я говорю, конечно. И вот она меня повела. Было это в компании ABT, они занимались прямо напротив Метрополитена, в зале. Я пришел, входит человек, ну я так по облику узнал Нуриева, ну какой-то уж толстый очень. Я так думаю, что-то он такой странно. А он потом по мере класса стал раздеваться. То есть он одни шерстянки снимает, вторые шерстянки, третьи, еще 5 у него было. 5 шерстянок когда снял, тогда он явился мне Нуриевым, которого я знал. Так вот, я там перескочил. Я хотел сказать, что у нас в то время были культурные обмены между Москвой и Миланом. В то время Нуриев работал в Милане, он там ставил свои спектакли, ну, вернее, переставлял. Тогда он еще не был балетмейстером, он как бы вот переносил те спектакли, которые танцевал тогда в Кировском театре. И вот он переставлял там спектакли и, естественно, танцевал. Было много информации в газетах, а мы учились с этими девочками, вот с нашего класса как бы стали приезжать на первый, значит, по обмену начинающие балерины. Они вот, кстати, здесь Лилиана Кози была, она тоже училась в этот период, приезжала. Вот. И там была одна девочка, Анна Мария, с которой мы подружились, вот благодаря которой я итальянский выучил быстренько. Вот. Но самое главное, она мне, когда ездила на каникулы, она мне все привозила. Фотографии на сцене, в жизни, на репетициях. И вот это все являлось каким-то, ну, как бы вам сказать,
знаете, как вот у нас есть кулисы, да, вот мы видим, что перед кулисами, да, вот с нашей стороны, а что за кулисами, мы же не видим. И иногда трудно очень составить образ, а самое главное понять, как человек занимается, чем он живет, как он делает определенные элементы. И вообще не только как делает, а, ну, в общем, это вот профессионалы поймут, за себя нога или не за себя, пятка торчит, не торчит. То есть, понимаете, как вот эти полупальцы. И когда ты вот смотришь на эти фотографии, ты совершенствуешься. Не потому, что ты там, не знал этого, но ты это увидел в жизни, что это уже делают, что так можно. И поэтому вот тогда у меня появилась такая возможность. И, конечно, были фотографии с его костюмами. Вот в то время, значит, Лиза уже начинала ему делать разные такие красивые вещи. Как она говорит, он любил, значит, придет к ней в гости и, значит, одевает эти, и вот и ходит таким шахом. Вот. Значит, еще мне, ну, понимаете, с одной стороны, о Нуриеве очень легко говорить, потому что он такая личность, что Вячеслав Михайлович. Там очень много, сейчас, одну минуточку. Ага. Вот. Но с другой стороны, очень тяжело. Почему? Потому что слишком много информации, которую хотелось бы рассказать, и все как вот кажется, как я рассказываю. У нас главное. еще будет для этого времени. До 25-го улетает Вячеслав Михайлович. Приходите. Альфия. Да. Понятно, да? Я так просто что спасибо слежу вам за большое за часами. внимание. Приходите, мы будем общаться с вами, рассказывать вам про Рудольфа Нуреева, про то, что он совершил в балете, каким он был реформатором. И я хочу что сказать. В жизни Рудольфа Нуреева ничего не было случайным. И он очень был суеверным человеком. И то, что нам удалось найти этот фильм «Венеция. Карнавал. Любовь» и показать его именно в это время, сейчас, это тоже не случайность. Это, я считаю, просто Рудик нам во всем помогает. Мы это ощущаем все теперь, кожей ощущаем. Как он ведет, как он открывает для нас все двери, для нас ничего не становится невозможным. «Венеция. Карнавал. Любовь». Вы увидите этот фильм сейчас. И он является фильмом-открытием этого фестиваля. И как бы означая, что долой пандемию, да здравствует весна, да здравствует жизнь, да здравствует мир. И да будет так всегда. Долой все границы. Не может быть границ ни у культуры, ни между людьми. И вот с этим посылом, который принесет вам сейчас этот фильм, веселый, радостный, солнечный, венецианский. Мы хотим сейчас с вами попрощаться, поблагодарить вас за полную заполняемость зала и пожелать приятного просмотра. Приходите и завтра, и послезавтра. Мы будем с вами общаться и показывать самые лучшие фильмы, которые мы подобрали для вас. Спасибо вам за прием. Огромное спасибо нашим уважаемым и дорогим гостям. Мы будем еще с вами общаться и ждать с нетерпением новой встречи, дорогие друзья. Я хочу сказать, что вот всю абсолютно культурную афишу, что будет происходить в эти дни, вплоть до 27 марта, вы можете найти и у нас на официальных аккаунтах Татар-кино. И Лиза, спасибо вам. Грация. И еще все это можно найти на официальном аккаунте нашего кинотеатра «Мир». И, конечно же, прямо в фойе кинотеатра очень много афишек, которые ведут вас в курс дела, если кто-то пока еще не совсем знает, что и когда у нас. И самая подробная информация, где вы можете не только прочитать все о проекте, но и посмотреть каждый день. Следовала за нами камера. Каждый день. И сейчас ведется прямая трансляция на сайте Рудольф Нуреев, 2e, без y.ru. И вы увидите там столько фотографий, столько событий. Такая грандиозная была у нее культурная программа и в Москве, и в Уфе, и продолжается в Казани. И надеюсь, вы все туда зайдете, посмотрите и регистрируйтесь там же, кстати, на все кинопоказы. Найдите только город Казань. Спасибо вам большое. Постараемся, Альфия. Огромное вам спасибо. Альфия Чеботарева, организатор проекта «Нуреевские сезоны». Дорогие друзья, но сейчас буквально спустя несколько, можно сказать, секунд уже, да, до самой долгожданной ретро-премьера фильма, в котором Рудольф Нуреев снялся. И, к сожалению, это была его последняя роль в кино. Но, тем не менее, фильм, как уже сказала Альфия, самый что ни на есть светлый, радостный, теплый, солнечный. И я думаю, что он нам с вами добавит весны, и она уже просто вот после этого не имеет права не наступить как можно скорее у нас в Казани. Спасибо огромное. Приятного просмотра.
театра, в котором он много танцевал, и, конечно, о коллегах, друзьях, которые с любовью вспоминают великого Руди. Рудольф Нуреев, «Нездешний остров». Смотрите на экранах в 2023 году. Роль ангела в спектакле Христофора на сцене Будапештского театра оперы и балета стала символической в судьбе Рудольфа Нуреева. В его творческой биографии было много плохих парней и люциферов. В прогулках по Будапешту, в работе над неожиданной ролью, Рудольф многое переосмыслил в своей жизни, в отношениях с людьми. Рудольф Нуреев. «Последний танец». Смотрите на экранах в 2023 году. Siamo qui da oltre 200 anni e non è cambiato niente, eccetto il tempo e il prezzo del caffè. Gradisci un caffè? No, grazie. Venezia è sempre Venezia, nei piaceri e nei problemi. Resiste impassibile alle calamità, ben sapendo di essere eterna. Qui la fiaba è realtà, in quale altra città il vento diventa uricano e gli anni passano come una dolce carezza sulle sue pietre. Il carnevale è una gran celebrazione a Venezia, una celebrazione seconda soltanto a Venezia stessa. Lo spettacolo è senza tempo, o meglio una magia al di fuori del tempo. Arlecchino offre il braccio a una ragazza in blue jeans, Pantalone dalla caccia a una bella donna, o piuttosto la sua borsetta. Era la borsetta. L'amore ha i suoi rischi. Avvicinati, cara. La solitudine dura anche sul campanile di San Marco. Che c'è di più desiderabile di una storia d'amore nella città più misteriosa del mondo? Purtroppo la storia è stata scritta per altri attori. Ma ecco lui, Angelo, giovane professore di storia dell'arte. Sembra disinvolto ma è timido e introverso. Ecco San Giovanni e Paolo. Osservate la tipica architettura gotica di questa chiesa, che ha accanto la scuola grande di San Marco, un capolavoro del Rinascimento. Le forme classiche rivivono nella luce bianca della pietra, quasi opponendosi al buio dei mattoni della chiesa medievale. Modellando il marmo da gran scultore, Tullio Lombardo realizza un'architettura. Ed ora là, un antagonista. Ed ecco lei, Orsola, collega e fidanzata di Angelo. La scuola grande di San Marco, di Tullio Lombardo. Lei sembra timida e dolce, ma non lasciatevi ingannare, è forte e decisa. I due sono divisi in amore e nell'arte. Lui ama la forma e lei i contenuti. Il Colleoni del Verrocchio. E questo è il Colleoni del Verrocchio. Sembra cavalcare nell'aria con la forza dell'energia. È un'immagine di potenza anche fisica. Quale impressionante differenza fra il Colleoni e un uomo di oggi.
oro vero? Quanto peserà? Andiamo ragazzi, sbrighiamoci, abbiamo solo 12 ore per vedere tutta Venezia. Si va ai mercati generali. Ragazzi, anche voi, muovetevi su, andiamo? Anche lei, signorina, se non le dispiace. Ursula, io andrei... Da questa parte. Aspetta.